Добрый день. Сегодня у нас в районе 1183 предприятия, индивидуальных предпринимателей, 363 малых предприятий, малых и средних предпринимателей, 90 мы считаем крестьянско-фермерских хозяйств, из них 41 семейных фермер. И у нас 1156 самозанятых, которые заняты в бизнесе. Мы считаем около 7 тысяч населения города и района заняты сферой бизнеса. Мы сегодня возьмем узкую тему для того, чтобы поддержать предпринимателей принимается государством Российской Федерации, Республики, и у нас на местном уровне определенные законодательные акты. Вот у нас первым создано было в 2014 году промышленная площадка Азнакай. Это на месте обанкротившейся территории Паттапа. Что такое промышленная площадка, чтобы люди поняли, это территориально обособленный комплекс на участке, находящемся государственной либо частной собственности, имеющий общие границы, в пределах которого созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности. Второе, промышленная площадка на базе Промгражданстрой. Создана промышленная площадка в 2017 году, Азнакайская ПМК. В 2016 году индивидуальным предпринимателем Тагировым Инзелем Рашидовичем на территории недостроенного асфальтового завода была создана промышленная площадка АБСМ. В 2017 году на базе обанкротившегося предприятия, частично, акционерного общества сельхозтехники, индивидуальным предпринимателем Гельфановым была создана промышленная площадка «Мотор». А в 2018 году на базе УБР была создана промышленная площадка «Татнефтеактив». Эти промышленные площадки требуются тогда, когда мы их создавали, и определенные требования были, они должны были не менее 2 гектаров земли занимать. Но со временем федеральный закон расширил их до 8 гектаров. Если до 8 гектаров кто-то доводит свою территорию, это уже промпарк называется, не промышленная площадка. Вот у нас создаваемые промышленные парки, если он еще сам скажет, выделена была земля, он ее выкупил, промышленная площадка Азнакай. На территории, чем Азнакаева как-то заняться бизнесом, были в свое время созданы условия, определенные программы приняты. Но у нас всем тяжело, у нас нет ни железной дороги, ни водных путей нету. Поэтому решением Совета народных депутатов мы решили промышленным площадкам, чтобы как-то привлечь людей, чтобы они там вели бизнес на этих промышленных площадках, освободили их на 5 лет от арендной платы, если это муниципальная собственность, если частная, от земельного налога на 5 лет, чтобы, по крайней мере, облегчить нагрузки, чем-то привлечь людей. Ни для кого не известно, район уже большей части бюджет держался и сейчас держится на нефти и сельском хозяйстве, но, к сожалению, в принципе, быть надо реалистами. В будущем каждый раз она уменьшается и уменьшается. Многие предприятия оптимизируются. Большие заводы здесь вряд ли будут строиться. И у нас единственная возможность, на этих промышленных площадках создавать маленькие заводы по производству каких-либо для народного потребления или для других нужд, кто как сможет. Человек на 20-30. Вот уникальная возможность мы создали же. Мы работаем, конечно, когда будет. Но, в принципе, я всегда говорю, как в Евангелии сказано, по-моему, в Евангелии или в Библии сказано, сначала было слово. Вот в 2017 году Марсель Зуфарович обратился к президенту, это было 17 июня, до сих пор помню, чтобы дать какие-то преференции еще, потому что мы не можем тягаться, не Елабуги, у которых огромные преференции. Поэтому 23 апреля Госсовет Республики Татарстан принял еще 3 закона. Первый – это об освобождении от транспортного налога на 10 лет. Механизм будет еще разработан на 10 лет в промышленных площадках. Второе – это освобождение от имущественного налога, это региональное. И третье – уменьшили упрощенную систему налогообложения до 1%, сейчас оно 10% резидентам, то есть резиденты – это арендаторы, до 1%, или доход меньше расход до 5%, а на сегодняшний день 15% составит. И
пока ведутся переговоры, сказал замминистра Седат Ильмарсон Равкатович, о субсидировании затрат электроэнергии резидентам, то есть тех, кто хочет создавать бизнес. Поэтому вот это желание такого, что многие, к сожалению, еще не знают, какие преференции получили. Это промышленная площадка, механизм будет работать, они сами скажут. Бизнес на сегодняшний день можно и нужно начинать именно на этих промышленных площадках. Еще одно требование к этим нашим промышленным площадкам мы прописали у себя депутатами, что они должны быть аккредитованы в Министерстве экономики Республики Татарстан. В октябре месяце вот это все 4 площадки, которые они получили, что они аккредитованы, а вот промплощадка означает как создаваемый промпарк. Промпарк даст возможность участвовать во многих программах. Кроме того, еще по Министерству экономики принято решение для реконструкции или для строительства новых зданий 5% займ будет до 30 миллионов получить. Такое решение тоже принято. В принципе, желающим, я всегда говорю, как уже и пандемия показала, это самое, именно малый бизнес только быстро может отреагировать на все вызовы, экономические вызовы. Именно можно начинать, и я хотел бы желающих, кто хочет участвовать, в дальнейшем начать свое дело, поработать на себя. А определение предпринимателя, это человек, который на собственный страх и на собственные деньги создал свое дело для получения максимальной прибыли. В принципе, будет, если у него хорошо идти дело, в дальнейшем и будет участвовать и экономика района, и, возможно, какие-то спонсорские помощи или социальные нужды будут идти. Желающие, в принципе, думаю, найдутся, когда возьмут, потому что, встречаясь с многими регионами, вот в Конгрессе Татар я встречался, очень много желающих, если будут приняты такие преференции, желать и открывать свое дело. В принципе, и заканчиваясь, хотя мы и начали его раньше, мы первыми в России начали День предпринимателя отмечать, но в 2008 году было принято решение президентом нашим Владимиром Владимировичем 26 мая. Это День российского предпринимательства. Вот по ближайшим праздникам хочу поздравить всех предпринимателей, людей, которые рискованно работают на себя. Я Шейх Ислам Фамиль Раисович, директор промышленного парка, создаваемого Азнакай. Мы существуем много лет. Сначала мы существовали как площадка, и вот с 2020 года мы существуем как создаваемый промышленный парк. Наша площадь сейчас в данное время это 81 тысяча квадратных метров, это больше 8 гектаров. То, что по требованиям мы проходим как промышленный парк, это более 8 гектаров. У нас как бы в данное время разделен промпарк на 2 участка. Это один находится по Азнакаева Николаева 10, второй участок по Николаева 7. Кто знает Азнакаева, это Николаева 10, это бывшая Азнакайская Паттапаш, территория, она сейчас как зона промышленный парк. В данное время свободная территория у нас 60 квадратных метров, это, можно сказать, 60% свободно у нас находится, это земли. Также у нас есть здания, сооружения, офисные, промышленные здания, помещения. Из них сейчас свободно это около 20 тысяч квадратных метров. Там около 10 тысяч из них отапливаемые, это офисные помещения. Кому обращаться и как обращаться, я думаю, надо прийти просто на территорию Азнакайского ПТП, зайти в офисное помещение и найти представителя ООО «Фривей» как управляющей компании. В данное время у нас существует 11 резидентов, это предприниматели, которые занимаются бизнесом, производством. Из них 8 это, якорные, они уж много лет работают, уже поставившиеся на этой территории. Что мы можем предложить? Это в первую очередь территория, земля, помещения, офисное здание.
телефония, интернет, вывоз мусора как бы за нами закреплен. У нас есть конференц-зал для проведения каких-то совещаний, там, ну, собраний, допустим. Что еще? Столовая есть на территории нашей площадки, парка. Также у нас курсирует вахта, она довозит людей с утра, в обед, вечером. Это уж кто рабочие, чьи, например, без техники своей, без машины находятся, они могут добраться на наши вахты. Ну, есть такие вот в данное время. Что еще? Медпункт на нашей территории, это тоже очень важный компонент. Как бы все есть, и для предпринимателей у нас такие послабления есть. Кто заходит, с нами соглашение какое составляет, мы предоставляем арендный каникул. В зависимости, ну, с каждым работаем индивидуально, в зависимости от бизнеса, от возможности человека. Ну, есть, которые год не платят аренду, есть, которые полгода. Ну, человек сам говорит свои возможности, мы уж с ним решаем, садимся и находим какие-то вот решения, что такие. Ну, коротко все, если интересует какая-то информация, вот, можете подробно, мы можем разъяснить, побеседовать у нас уже на территории нашего промышленного парка. Добрый день, меня зовут Данис Марселевич Самигулин, управляющая компания «Разноказ ПМК». Мы находимся по адресу Мусуджалили 49, это на базе Разнокаевской ПМК. Мы существуем уже с 2018 года, как управляющая компания «Промышленная площадка». У нас на сегодняшний день занято около 40% земли, территории. У нас территория 4 гектара. 4 гектара. У нас основные резиденты, это 3 резидента у нас. Представляем, как говорится, у нас есть теплые гаражи, также офисные помещения. Все заасфальтировано, вся территория. Есть. Мы находимся получается, на объездной дороге, как раз таки. Не надо заезжать в город. Помещений достаточно, ждем желающих, если есть желающие резиденты. Но основной, как у всех, Территория охраняемая. Территория охраняемая, да, территория охраняемая. На этом все. Войска просто. Біздің енді 40 гектар, 40 мың квадратный метр жер бар. Шоның 50% буш, бұл күнде енді ішлерге була. Но менің енді коллегалар айтып кетті енді бүтін нелеріне. Но біздің помещениялар жоқ, біздің жер, и біз предлагаем место тем, кто деятельность делает, которую в городе невозможно делать. То есть, был резидент бар, который занимается биологической обработкой грунта от загрязненной нефтью. Анан резидент переработкой строительного боя, демонтажом зданий и сооружений занимается. Біз енді мына шақырабыз кішілеріне, кімдер ішлерге тілей, именно, например, макулатуру жию білен, андан соң дальнейшее прессовать, дальше сдавать вторсырье, шулай отработанный майлар, тағын ниндейлер переработкалар білен ішлеу. Тузан шыға тұрған ішлерге бұла енді біздің яқларда, деп айтасы келе. Азнақай іші түгіл. Біздің промплощадка неде находится СХПК Қорамалы жерлігінде. Азнақайдан 5 километр. Я представляю промышленную площадку «Мотор». Я являюсь там руководителем. Как вы перечислили, мы тоже как бы занимаемся предоставлением площадей для производственной деятельности. Какая особенность нашей площадки?
Мы находимся в центральной части города. Это большой плюс, я думаю. У нас есть помещение газифицированное, электрифицированное. Вот, и основной, наверное, конек для будущих резидентов — это у нас есть резидент, который занимается металлообработкой. То есть мы можем предоставить качественную металлообработку для резидентов, которые хотят начать свой бизнес. Это может быть и изготовление какого-то сельскохозяйственного оборудования или еще какого-то промышленного оборудования. То есть мы можем им качественно предоставлять услуги по металлообработке, чем у них облегчится производственный цикл. Возможностей очень много, все детально нужно рассматривать. Если есть желающие заниматься каким-либо производством, которое включает металлообработку, то это, наверное, будет к нам. Руководитель исполнительного комитета по экономике и финансам Газизова Оксана Николаевна. Как во всеуслышание уже было заявлено о том, что у нас функционирует 5 промышленных площадок. На сегодняшний день все они функционируют эффективно, но при этом у них есть свободные площадя, которые они готовы предоставить в аренду на льготных условиях и по различным преференциям. Я призываю всех индивидуальных предпринимателей, организации, которые готовы сегодня открыть свое дело, производство, на работу на эти промышленные площадки. Если будет у нас в дальнейшем функционировать производство, будут новые рабочие места. На сегодняшний день Азнакайский муниципальный район очень нуждается в рабочих местах. Думаю, со мной все согласятся. И все мы принесем только пользу нашему району. Эфирда юксыну чыгарылышы. Исәнмесез. Бүген безгә Вәлиева Назира Әгъләметдин кызын юксынып, аның якыннарыннан хат килеп иреште. Без сезгә хәзер аны тәкъдим итәбез. Әни, әнием, күпме җылылык, мәрхәмәтлелек, изгелек бар бу сүздә. Киң күңелле, улы йөрәкле, һәр вакыт ярдәмчел, кадерле әниебезнең вафатына инде ярты ел. Әниебез Вәлиева Назира Әгъләметдин кызы 1951 елда 22 ноябрьдә Кәкереелга авылында туып үсеп, шунда урта мәктәпне тәмамлый. Азнакай шәһәрендә гомер итә. Күп еллар УТТда шофер булып эшли. Лаеклы ялга чыга. 2 баласына гомер биреп, аларны әти белән яратып үстереп, тәрбияләп, олы тормыш юлына чыгаралар. Тормыш юлында син күп авырлыклар кичерсәң дә, сынмадың, сыгылмадың. Үзеңнән яшәешең белән безгә үрнәк булып яшәдең. Акыллы киңәшләреңне биреп, сабыр итәргә, тормышның җаен алып яшәргә өйрәтүче бездә син идең бит, әни. Безгә һәр вакыт ярдәм итеп, балаларыбызны үстерешеп, 8 оныгыңа куанып, аларның һәрбер уңышына сөенеп яши идең бит. Эх, әни, синсез ничек авыр икәнне аңлатып буламы соң? Туганнарыңа, балаларыңа, тормыш иптәшеңә, әтиебезгә, дусларыңа җылылык өләшеп, мәрхәмәтле йөрәгең белән аларны гел яратып яшәдең бит. Син гомер буе намуслы хезмәт белән, гадел, сабыр, кешелекле булып, безгә үрнәк булып яшәдең. Балаларың, туганнарың, дусларың сине һәр вакыт яраттылар, хөрмәт иттеләр. Син гомер буе намуслы, гадел кеше булдың. Әни, күңел түреннән чыккан сагынуны ничек кенә язсаң да, аңлатып бетерә торган түгел. Син безгә һәр вакыт мәрхәмәтле, сабыр әни булдың. Синең биргән киңәшләрең, яратып әйткән җылы сүзләрең тел истә. Сагынуларга чик чама юк.
бик юксынабыз сине, кадерле әниебез. Тыныч йокла, әни. Каберең нурлы, урының оҗмах түрләрендә булсын. Аллаһы Тәгалә балаларыңа, оныкларыңа озын гомерләр биреп, Аллаһының кушканнарын үтәп, кешеләргә синең кебек игелекле, мәрхәмәтле булып яшәргә язсын иде. Укыган дугаларыбыз, биргән хәер садакаларыбыз әниебезнең рухына, бездән дуга өмет итеп ятучы барлык туганнарыбыз рухына барып ирешсә иде. Амин. Күңелемә сагыш иңгәндә, моңсуланып башым игәндә, сөйләр идем сиңа барында, син генә юк, әни, янымда. Барлыгыңны килә тоясым, син җан өргән якты кояшым. Сагынганны минем беләсең, ник төшемә сирәк керәсең. Көтмәгәндә шатлык килгәндә, сөенечтән балкып көлгәндә, бәхет артыр иде тагында, син дә булсаң, әни, янымда. Бик сагынам, килә күрәсем, битләреңнән сыйпап үбәсем, әйтер сүзләр, әни, күктә соң, җирдә түгел дә син, күктә син. Сине юксынап тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың, туганнарың, дусларың. Җирем авыртмай диде, белгетмәде ширләгәч. Яме сүнде бүлмәләрнең, бушлык басты күңелене. Тыя алмадым яшьләремне, тәгәрәшеп түгелде. Һаваларда җитмәй кебек, өйдән kalğaç, sensiz bitmiş əylərimdə, yapraksız, nursuz ağaç. Havalarda gitmey kibik, üydənisiz kalğaç, sensiz bitmiş əylərimdə, yapraksız, nursuz ağaç. Yakıtı dünyam, yok koyaşımın jalası. Kile bara ber tuhtavsız, uksep yalaysın. Senin bilen yaşargen gün, yaşalmagan da kibik. Karşı ola idin mini, paraşın bilen öber. Havalarda jitmey kibik, üydənisiz kalğaç. Sensiz bitmiş əylərimdə, yapraksız, nursuz ağaç. Havalarda jitmey kibik, üydənisiz kalğaç. Sensiz bitmiş əylərimdə, yapraksız, nursuz ağaç.
Isten çıkma sinede senin Sыңғытын алышлары Мигел юғалтудан тұра Ғұмірлік ағышлары Біләбізімі қадірлерін Қадірлілер бар шоқыта Сен бәхітлі битәнікәйім Қабірің туған яқыта Havalarda жетмей кебек Үйден сіз қалығыш Сенсіз бітмей жайларымда Япрақсыз, нұрсыз ағаш Havalarda жетмей кебек Үйден сіз қалығыш Сенсіз бітмей жайларымda Япрақсыз, Vursuz ağaç Sensiz bitmiş ceylerimde Yapraksız vursuz ağaç Безнең тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Мин Эльмира Шәрифуллина сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», Деканевче, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.